Привет! С вами Искандаров Руслан, это снова вы, а это снова я. Сегодня я вам хочу рассказать интересную историю, которую мне поведал бывший начальник отдела закупок Центра медицины катастроф нашей республики. Парнишка молодой, работал там. Случай первый. Куча бинтов под списание. Он сам с Эжвы. И у него в Эжвинской, нашей розовой больнице, в приемном покое работал друг. И он говорит, приезжают, говорит, бомжи, а у меня даже бинтов нету. Приходилось спрашивать старые простыни, говорит, резать и там гипс накладывать. Бомжам вот этим гипс делать, перевязки какие-то простынями резаными. На что тот говорит, а давай я тебе привезу, тут у нас целый мешок списанных бинтов есть. Пользуйся ими, которые нужно сжечь. То есть они уже на балансе не числились. Он привез. Это дело засняли на фото доброжелатели из этой же больницы. И ему был письменный выговор влеплен руководством. На что он сказал, а давайте я это в газете опубликую. Это не сейчас было. Это до коронавируса было. Он говорит, давайте это в газете. Не надо, слушай, мы, замнем это дело. И они, замяли этот выговор. Второй случай, который он мне сам поведал, говорит, я там в шоке был в этом центре медицины катастроф. Говорит, у нас на складе лежат лекарства, у которых через полгода проходят сроки. Я составляю, говорит, письмо, куда бы эти все лекарства рассувать. Там Картероз, Книжпогост, по больницам. На что ему руководство дало по шапке. Сказал, не трогай их, пусть лежат. А знаете зачем? Тогда таблеток не было. В Эшвинской больнице тоже проблема с медикаментами. Она и сейчас даже есть. Если приходилось даже памперсы приносить людям, которые они объявили, что карантин снят, а 6 человек в реанимации, забытые, всеми брошенные. На ИВЛах там лежат. Ситуация такая, что наш министр здравоохранения, который сейчас уже не министр, Коми, у него заключен договор с одной организацией, которая работает у нас в Коме, по утилизации медицинских медикаментов. И Министерство здравоохранения, чем больше сдает медикаментов, просроченных или у которых сроки годности уже подходят к концу, она платит еще за утилизацию этих медикаментов. Эти медикаменты, естественно, переупаковываются, сроки перебиваются и идут по сетям, всяким таким дешевым сетям, как, знаете, что-то вроде какие-то от склада, от мармелада и так далее. По России, не у нас. Они по России прекрасно реализовываются в центральной части России. И финансово был заинтересован наш бывший министр здравоохранения в этом. Поэтому медикаменты все держались на складах и не поставлялись в лечебные учреждения. И нечего удивляться, что у нас сейчас в больницах при коронавирусе масок нет. Деньги на это выделялись. Медикаменты были. Но все это воровалось, разворовывалось. При том же самом Гапликове. Все началось намного раньше, конечно. Так что ж такая на сегодня интересная история. Думайте своей головой. Пока.